Прошу всех встать. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке в связи с ходатайством Теперова Александра Владимировича, представляющего интересы Михайлова, о проведении Конституционного судопроизводства на официальном языке и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джохор Кенеша в Конституционном суде Сыранова Самата Хаштубековича. На заседании Конституционного суда Кыргызской Республики рассматривается дело по обращению Теперова, представляющего интересы Михайлова, о проверке соответствия части 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, части 4 статьи 11, части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бубукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Джумабаева, Хасымалиева, Кадырбаева и Шашиналиева, при секретаре судебного заседания Талайбекове. Ахматбек Талайбекович, доложите о присутствии вызванных участников. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающей стороны Михайлов Олег Павлович. Можете встать? Ахматова Гульзена Мельцовна. Со стороны ответчика постоянный представитель Джохор Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Сыранов Самат Хаштубекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Мамутканов Шеримкул Замирбекович. Представитель Министерства обороны Кыргызской Республики Джуматаев Эркен Үркүнбекович. Представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Кенешев Максатбек Кенешевич. И Кадралиева Айсулу Тынарбековна. Других вызванных участников судебного заседания не было. Хорошо изучить. Михайлов Олег Павлович, прошу пройти к трибуне. Представьте информацию о себе. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, место работы. Включите, пожалуйста, микрофон. И заново. Спасибо. Я, Михайлов Олег Павлович, родился в 1935 году в селе Беловодское Киргизской Республики Московского района. Родители учителя русского языка, литературы, приехали в 30-х годах в Киргизию и до конца жизни своей работали здесь. Я закончил Киргизский федеральный институт инженер-механик сельского хозяйства, работал по производству, потом стал работать в комсомольской партийной работе и работал в Казахстане, первым райкомом комсомола, вторым райкомом комсомола, потом в Киргизстане, в ЦК партии. Олег Павлович, я прошу прощения, ваша биография очень интересна, но нам лишь необходима информация о месте жительства и месте работы на данный момент. Если вы хотите рассказать о своей жизни, мы вас выслушаем. Место жительства город Бишкек, значит, пенсионер за особые заслуги Кыргызской Республики, ну и все остальное. Экс-депутат, член ЦК. И сейчас... Работаете или вы пенсионер, да?
Да, вы же сказали, да. Значит, Нет, думал, что он занимаюсь работает. активно общественной работе. Опубликовано мое заявление президенту вот, в Иркинто. В вчерашней газете «Слово Кыргызстана» разворот. Понимая сельское хозяйство и заботу народа, я поддерживаю действия правительства, президента по наведению порядка в сельском хозяйстве, земле и воде. И очень серьезно болею за это дело. Все, спасибо. Активной работой еще, считаю себя, возглавлял партию пенсионеров и создал новую коммунистическую партию с товарищами, которую возглавляет Клара Жебекова. С новым уставом и всем остальными надеемся на будущее. Спасибо, присаживайтесь. Гульзина Мылсовна, пройдите к трибуне. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Представьте информацию о себе. Акматова Гульзина Мылсовна, 180780, проживает в Чуйской области, образование высшее юридическое, в данное время юрист, помощник адвоката. Присаживайтесь. Сранов Самат Кыштыбекович, пройдите, пожалуйста, к трибуне. Я Саранов Самат Кыштыбекович, постоянный представитель Жоркина в Конституционном суде, место рождения город Бишкек. Присаживайтесь. Молдубаев Алмазбек Тавалдиевич, пройдите, пожалуйста, к трибуне. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдубаев Алмазбек Тавалдыевич, 9 февраля 1973 года рождения, постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде, проживаю город Бишкек. Присаживайтесь. Мамытханов Шеримкул Замирбекович. Я Мамытханов Шеримкул Замирбекович, 29 октября 1995 года рождения, главный специалист отдела законодательства в сфере административно-государственной и судебно-правоохранительной системы Министерства юстиции, проживаю по адресу город Бишкек. Присаживайтесь. Джуматаев Феркен Уркунбекович. Я Джуматаев Еркин Иркунбекович, 24 мая 1956 года рождения, проживаю в городе Бишкек, работаю, пенсионер давно, но работаю в Министерстве обороны, в Генеральном штабе, Главного организационного мобилизационного управления, ведущий специалист. Также являюсь председателем Совета ветеранов Министерства обороны, участником войны в Афганистане. Присаживайтесь. Кенешев Махсатбек Кенешевич. Саламатсыздар. Я Кенешев Махсатбек Кенешев, 1967 года рождения, 15 июня, проживающий в Сыгулский район, работаю заведующим отдела социальных гарантий лиц с ограниченной возможностью здоровья и пожилых граждан. Присаживайтесь. Сокуловский район. Министерство труда, социального обеспечения и миграции труда. Присаживайтесь. Кадралиева Айсулу Тенарбековна. Здравствуйте, я Кадралиева Айсулу Тенарбековна, 12 декабря 1984 года рождения, проживаю в город Бишкек и место работы Министерство труда, социального обеспечения и развития, главный специалист управления правового обеспечения. Присаживайтесь. По документам есть вопросы, коллеги? Нету. Уважаемый Михайлов Олег Павлович, Ахматова Гульзина Мылсовна, Сранов Самат Кыштыбекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать с заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающая сторона имеет право изменить основания или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований.
Сторона-ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к Конституционному суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде вы вправе заявить отвод судье или судьям. Олег Павлович, вам ясны ваши права и обязанности? Микрофон, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Так точно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет. Нет. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Гульзина Мылсовна, вам ясны ваши права и обязанности? Да, уважаемая судебная коллега, ясно. Есть ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Никак нет. У вас есть дополнительное ходатайство по делу? Нет. Присаживайтесь. Сранов Самат Штубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясно трохи. У вас имеется заявление об отводе судьи или судей? Отвод нет. Дополнительное ходатайство по делу? Дополнительных ходатайств тоже нет. Присаживайтесь. Переходим к рассмотрению ходатайства. Ну, я должен сказать, уважаемые участники, что ведется видеофиксация всего процесса и запись, аудио-видеозапись происходит, поэтому эти вещи надо учитывать. Если вы хотите что-то сказать, вы должны говорить об этом в микрофон, то есть предварительно включив его. Вопросы можно задавать с места, вопросы не обязательно вставать, и соблюдать дисциплину, которая принята в Конституционном суде. Я надеюсь, вас ознакомили с ним. Да?